добрыми делами, которые занимаются, их очень же много сейчас. Ну, ну, все говорят, Антон Васильев, ну, доброволец на безвозмездной основе работает. Ну, можно сказать, он, наверное, типа, потому что за чистоту смотрит, а вот. Так, говорят. А так, очень много людей, которые надо выбирать, просто думать надо. Но горожанином я бы выбрала, вы знаете кого? Я медицинский работник какого-то врача. Врачи – это труженики. Я с 17 лет сама работала в реанимации, везде, в ночные дежурства. Я знаю, как это очень трудно. И вот республиканской больнице 2, РБ-2. Я хочу поздравить всех отделения нейрохирургии вместе с Яхонтовым и нейрохирурга Макиевского Максима, который выходил Альберта Петровича Жданова, мужа моего. Выходил прямо. Дальше, пусть дело, может быть, такое тоже политическое, но Вербицкую Ларису. Она очень много сделала для республики, я как педиатр говорю. Вот, наверное, кто следил за медицинскими новостями, там, работой медиков, тот знал, что в каждой ситуации была задействована Вербицкая в ответах. Людмила Ильясовна. И она нам тоже очень помогала. Я детей, как педиатр, отправляла ей, да. И тоже, вот если слышит она, низкий ей поклон от медицинских работников. Якутянин города, да? Якутянин года, я хотела бы отметить нашего политика Афанасия, как он? Максимов, Афанасий Максимов. Я его с ним лично не знакома, но его политика мне очень нравится. Нравилась даже. Нравится и нравилась. Вот. Я бы хотела отметить его политика Афанасия Максимова. Но он действительно ведет очень разумный, человек очень умный. Я бы хотела сказать, умный. Я с ним лично не знакома, но его посты там раньше, когда читала, да, человек, да, и действительно все смотрит в реальной жизни. Так, ну, горожанин... Нет, якутянин года. Якутянин года. Да, якутянин года. Ну, вообще, самым, конечно, ярким якутянином года можно назвать у нас Александра Габышева, шамана, да? Потому что он, ну, как говорится, уж хайпанул, так хайпанул, да, и в этом году самый известный, наверное, якутянин на сегодняшний день. Но, сколько я знаю по положению, должны быть заслуги перед городом. Какие-то, ну, фактическое, что-то он должен полезное для города сделать, для республики. Он, конечно, я считаю, сделал полезное, но это все-таки должно быть как-то более так официально оформлено, да, какой-то продукт такой. Поэтому в этом случае, наверное, я выдвинул бы Сергея Романова, это вот председатель ассоциации некоммерческого объединения обманутых дольщиков. Благодаря его деятельности в этом году власти наконец-то обратили внимание, вернее, в прошлом году еще обратили внимание на проблемы обманутых дольщиков, и как-то этот вопрос стал решаться. Вот сегодня только вот мы новость поставили у себя на сайте о том, что пошли уже первые выплаты для людей, ставших жертвами по двойным продажам. И это вот во многом благодаря Сергею Романову, это общественный деятель. Поэтому я считаю, что вот такие люди, как он, и должны становиться якутянами года. То есть за какие-то полезные вещи перед городом, перед жителями республики.